Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто хочет быть в отношениях с вами? Кто этот человек? Будет ли он делать шаги? Будет ли он проявляться? Будет ли предлагать вам отношения? Сейчас мы все просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. А вас кто-то в руках прям держит. А здесь не один человек, здесь два человека сразу, причем они с друг другом борются. Ну надо же. Давайте я на оракуле еще посмотрю, может быть, какие-то особенности вы сможете узнать, кто эти персонажи. Они с друг другом за вас борются, либо будут бороться за вас друг другом. А вы знаете, вы как ценный приз мне выходите. То есть ценный приз. И эти два мужчины, они просто друг друга, как эти борцы, эти сумо, да, толкают, пытаются сбить с ног, да, кто первый до вас добежит. Так, хорошо, мужчина 1 и мужчина 2. Еще про вас хочу узнать. Что вы какая-то ни во что не верите, почему-то отстраненная. Так, мужчина 1. О, ну тут романтик, тут мечтатель. Здесь красавчик, кстати, вышел. Человек с прекрасной душой, с прекрасной фантазией, артистичный, возможно, умеет играть на каком-то инструменте, либо любит петь, может быть, он действительно певец какой-то, актер, может быть. Очень талантливый, очень развитый вот в плане разговорного жанра, поэтичный, да, стихи может писать. В облаках летает, девочки, он летает в облаках. На внешность, я уже сказала, да, красавчик, именно какие-то красивые, утонченные черты лица. Вот девочки любят таких, да, вот утонченность, аристократизм в лице, ну, красота, одним словом. И, кстати, я хочу сказать, что таких красивых у вас раньше не было. Да, были симпатичные, да, были там более-менее там смазливые, но что прям настолько красивый, нет, таких не было. Вот прям вам очень будет нравиться его лицо, его фигура, его манеры, но в то же время вас будет пугать его легкость, либо какая-то, может быть, ну, не совсем практичность, да, вот человек, который там последние деньги может потратить на цветы для вас, либо человек, у которого не всегда есть деньги, потому что он этим не заморачивается, он живет вот как бабочка-однодневка, ну, день прожил, да, слава богу, ну, такой вот он легкий, романтичный, поэтичный красавчик. И, скорее всего, он откуда-то приедет. Вот в момент, когда он будет вас добиваться, да, перед этим, да, он откуда-то приедет. Либо он приезжий, либо он где-то был, может, отдыхал, путешествовал, в командировке был. Вот откуда, с дороги он к вам идет. Так, мужчина номер 2. А вот тут уже посерьезнее тема. Смотрите, это красавчик романтичный, а этот еще тот манипулятор, игрок и... Ну, дядька серьезно на ногах стоит. Он и по возрасту постарше, и ну, поопытней, что ли. Поопытнее идет. У этого человека на момент, когда он будет к вам проявляться, есть либо будет женщина, которая по нему будет сходить с ума, сохнуть. Я не могу сказать, что она вам конкурентка, я лишь могу сказать, что вот она его любит, и она прям готова, я не знаю, там, целовать ему ноги, вот лишь бы он с ней был. Вот настолько он ее в себя влюбил, настолько вот он для нее желанный и единственный, и здесь могут быть проблемы. Этот мужчина, он не так просто влюбляется,
Он как охотник, который ищет себе вот сложную задачу, да, вот какого-то редкую добычу. И вот он вас выберет именно из-за того, что вы неприступная, из-за того, что о вас слава ходит, что вы там, женщина, которая знает себе цену, что там с кем попало не будет общаться, и там попробуй к ней подойди. Вот из-за этого у него проснется к вам интерес. Вот ему захочется вас покорить, победить. И чем больше он будет вас добиваться, тем сильнее он будет в вас влюбляться. Человека, я уже сказала, да, у человека хорошее такое материальное положение, крепко стоит на ногах, но он очень нудный. Он очень такой правильный, он все знает, он такой крутой, будет вам все время рассказывать, там, где он кого в бараний рог скрутил, каких там он мега успехов добился. Там, кто перед ним кланяется, кто его там за руку с ним здоровается, ну такие вещи, да, хвалиться собой будет. Вот у него такое представление, ну типа, чем больше у меня денег, тем ну, женщины, там, как эти спелые яблочки, должны падать мне прям в руки. Так, ну кто вам больше понравится? Ну, наверное, все-таки романтичный вам понравится больше, красавчик вам больше понравится, а этот скорее вам будет интересен в плане, ну, вот этого противостояния, которое между вами будет. Так, кто кого. Тут как игра даже умов идет. Плюс вот это еще женщина. Это женщина. Возможно, вы эту женщину знаете. Возможно, да. И вам вот захочется ее, например, позлить. Ну, такое интересное. Вы знаете, интересные мужчины идут. Так, что с вами? Но это ваша игра, понимаете? Это ваша игра. Да, вы с виду прекрасная голубка, но вы еще та роковая женщина. Я вам серьезно говорю, вы мужиками просто будете жонглировать. Знаете, не только вот эти двое, но эти двое это как типа самые серьезные кандидаты. У вас там еще какие-то будут мужички, которые будут на вас слюни пускать, но вы будете этими мужиками просто играть. Вот кто играл в боулинг, да, вот вы кидаете этот мяч, а вот он летит и выбивает этот страйк, или как он там называется, я уже забыла. Вот, просто мужики падать перед вами будут. Слушайте, у вас повышение энергетики идет, у вас женская сила просыпается. Вы не смотрите на свое отражение в зеркале. Ваша красота в глубине ваших глаз. Вы просто завораживать мужиков будете. У вас такое время, вот, кстати, сильное идет. Вас нарисовали вообще ключом, который открывает все двери, любые сердца открывает. Если у вас есть какие-то вопросы, задачи, ситуации, вы при помощи мужиков все можете поделать, все можете порешать. Главное, чтобы вы в себя верили и действовали ну, с определенным напором. Да? Многие скажут наглость, но я называю это напором. Вот, делайте, действуйте, ничего не стесняйтесь. Вы просто гипнотизируете мужиков. Они под вашу дудочку, не знаю, не только там, идти будут, но и плясать, и танцевать, я не знаю, там, кувыркаться, в припрыжку идти. Слушайте, ну, прекрасное время для вас. Так, теперь вернемся к отсыпке. Они будут два этих мужчин, они у вас одновременно появляются, и они между собой борются. А вы потешаетесь над этим всем, вам интересно за этим наблюдать, вы ни того, ни другого не выделяете. Хотя я уже сказала, да, вам больше будет нравиться тот, который красивый. Ну, прям как тянуться к нему будете. Да, вроде как бы вы согласны с ним быть в отношениях, но вот то, что он безденежный все-таки мне вышло, либо малоденежный, это будет вас останавливать. Все-таки вы девушка прагматичная, все-таки вы как на земле живете, да, понятно, что на земле у нас все стоит. Любовь любовью, но любовью сыт не будешь. Вот, тот, который постарше, побогаче, ну, здесь просто игра, здесь как на выматывание, да, кто кого. Вас он заденет, скорее всего, да, скажете, какой напыщенный индюк, я сейчас тебе я покажу, да, все перья с хвоста повыдергиваю. Девчонки, вот я вам дам такой совет, вот с тем, который постарше, побогаче, лучше особо там не связываться и не распалять, потому что чем больше вы ему отказываете, тем больше он в вас влюбляется. Смотрите, он прям сердце уже свое держит, и
Он от вас просто не отстанет, не отлипнет, понимаете? Поэтому имейте в виду, чем больше его распалять, чем больше ему отказывать, тем больше будет приставаний от него, больше будет ситуаций, когда он вам не будет давать прохода. В принципе, обидеть не обидит, но если он вам не нравится, если он вас раздражает, то зачем вам это надо? Что он вас там везде будет сторожить, засыпать вас подарками? Ну зачем? К чему? Вы не хотите это принимать? Ну вот будете лишний раз, либо по несколько раз ходить на эти мусорки, выбрасывать все его эти подарки. Поэтому придумайте себе какую-то тактику, да, чтобы он там сильно не возбуждался на ваш счет. И в то же время дистанцируйтесь от него подальше. Зачем он вам нужен? Такой напыщенный мужик. Плюс еще и там с хвостиком в виде этой женщины, которая там ради него готова и в огонь, и в воду. Кстати, я уже сказала, да, это может быть проблема. Она может вам угрожать, она может, знаете, как-то даже какие-то подлянки вам устраивать. Ну, типа, это мой мужчина, там, не лезь между нами. Такие вещи могут быть. А если он еще и женатый на этой женщине, боже, ну она вам может, конечно, подпортить жизнь. Имейте это в виду. Так, что еще вам важно знать? Вам важно знать, что вот время силы идет, и вы без мужика 100% не останетесь. Мы смотрим на ближайшее время и смотрим на тех, кто хотел бы с вами отношения, кто будет вам предлагать отношения. Но будут и другие люди, которые будут встречаться на вашем жизненном пути. Я вижу, у вас тут знакомства идут, разговоры интересные, встречи интересные. Не стесняйтесь, обменивайтесь контактами. Направо и налево раздавайте свой номер телефона и желательно запоминайте тех людей, кто дает вам свой номер телефона, чтобы у вас там потом путаницы не было. Свиданий у вас много будет, будут приглашать вас мужички на свидание. Вы, конечно же, ходите, но не со всеми, а с теми, кто нравится, кого вы считаете перспективными. Ходите, развлекайтесь, танцуйте. Вот у вас прям танцы здесь идут. Танцуйте, получайте от жизни удовольствие. Не отгоняйте в этих мужиков. Чем больше мужики к вам тянутся, тем сильнее ваша энергетика, тем буйнее вы цветете. И у вас, понимаете, у вас тут и удача идет. Когда у вас в любви все хорошо, все прекрасно, у вас удача и по делам идет. Знайте, что без мужчины вы точно не останетесь. У вас будут отношения. По крайней мере, к концу года я вижу вас в паре. Я не могу сказать с кем, но ни с этим, ни с другим, вот это точно. Какой-то другой у вас мужчина появится. Другой. Не вот эти два персонажа, которых мы просмотрели. Мужчина идет очень серьезный. Мужчина идет с какой-то, как бы это правильно сказать, с какой-то работы, либо с какого-то задания, даже хочется сказать, не знаю, что за задание, но вот откуда-то он идет. Он там где-то был ограниченный, лишенный, без связи, без общения. Может быть, пахал там по 24 часа в сутки, без отдыха, без продыху. Такое идет, знаете, вот прям голодный на женщин. Но такой, знаете, себе цену знает. Вот такой идет. Правильно, кстати, идет. Слушайте, мужчина очень классно идет. По возрасту, я не могу сказать по возрасту, но вижу, что он вам полностью соответствует. Вот по вашему возрасту он вам полностью соответствует. У кого-то по годам будет тютелька в тютельку, а у кого-то по менталу будет. Вот прям оно, вот мой, да, мой. Меня понимает, я его понимаю, нам вместе комфортно и вместе хорошо. Но надо его дождаться, он чуть позже. Он не успевает, понимаете, он не успевает вот здесь и сейчас вступить в эту борьбу с этими двумя персонажами. А вот чуть попозже он появится в вашей жизни. Вообще он на птице к вам летит. Не знаю, самолет, скорее всего, на самолете прилетит откуда-то. Либо вы куда-то будете лететь на самолете. Ну, тут у вас встреча идет. Встреча, она причем судьбоносная. Встреча неизбежная, знакомство неизбежное. Не сразу, конечно, у вас тут прям симпатия, любовь будет, но судьба, вот прям какую-то, как крючки, знаете, вот крючок в него, крючок в вас, и вот уже не спрыгнешь с этого крючка. Вот до конца года вы точно, вы в паре, вы у меня идете в паре с этим мужчиной. Смотрите, он и в
как, вот если сравнивать с этими двумя персонажами, да, он достаточно красив, он достаточно богат, он достаточно состоялся по характеру. Вот по характеру вообще ваш человек. Вот прям идеально вам подходит по характеру. Мужчина прекрасный, да и вы прекрасная. Вот он не пройдет мимо вот вашей этой харизмы, вашей красоты, которая вот прям к этому моменту вот эти два товарища полностью раскроют, распакуют вас, понимаете, вот снимут это все напускное, лишнее в то, что вы себя прятали от окружающего мира. Ну а вы, соответственно, не пройдете мимо него, потому что он вас чем-то заденет, зацепит, заинтересует, каким-то, может быть, своим вопросом, поведением. Вот прям посмотрите и скажете, ну надо же, бывают же такие. Какой интересный мужчина. Вот какой он интересный. И вот прям вы как созданы друг для друга. Вот так мне идет. И судьба, смотрите, как судьба хитро поступит. У вас вот эта первая встреча, вы друг друга увидите, у вас вот мнение друг о друге сложится, а потом вы разойдетесь. Но разойдетесь, каждый останется на крючке. Вот судьба вам подсунет крючок, да, вас подцепит на крючок, и его. Думать будете друг о друге, искать друг друга начнете. И найдете. Найдете. У вас с этим мужчиной новый этап жизни начнется, а у него, соответственно, с вами новый этап жизни начнется. Но, к сожалению, чуть попозже, девочки, чуть попозже. Это где-то вот осень мне идет, осень. Осенью это все произойдет. Ну, главное, что отношения будут, да, и главное, что я вижу, что вы своего человека найдете. Найдете, обязательно найдете. Ну, а вот эти два товарища, они свою роль сыграют в вашей жизни, яркую роль, неоднозначную роль, и пойдут каждый своей дорогой. А вы вот своего именно суженого встретите. Мне чуть прям хочется сказать суженый, суженый, ваш суженый, а вы его суженая. Вообще судьба вам готовит большую страстную любовь. Знаете, любовь как дар, как подарок, как заслуженное, вот что-то, да, заработанное. Девчонки, может быть, в прошлом вы сильно страдали, может быть, вас даже какой-то мужчина, ну, покалечил, надломил. Но за все страдания идет прекрасный бонус, прекрасная награда, настоящая любовь, счастье, счастье на двоих. Вам быть счастливой, девочки. Не форсируйте события, пусть все идет как идет. Главное, чтобы вы себя раскрыли, да, позволили себе раскрыться вот такой, какая вы есть. И не думайте ни о возрасте, ни о внешности своей. Вы прекрасны. И в своем возрасте, и в своей внешности все у вас идеально. Вот смотрите, да, ваш суженый, а вы его суженая. Вы друг друга вот увидите, и все станет на свои места. Счастье, счастье. Кто зашел на мою цыпку, счастливой вам быть. Все будет просто замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.